научной литературе утвердилось положение об автономном статусе Башкирии в составе имперских образований, существовавших на территории Евразии, тюркского и хазарского каганатов, Золотой Орды, Московского царства, Российской империи. При этом часто упускается из виду ключевой момент данного феномена. Автономное бытие башкир было возможным лишь благодаря наличию у них автономной военной организации. Что она собой представляла, как она взаимодействовала с империями прошлого и каково ее значение для истории башкирского народа. Булат Ахмерович Азнабаев, доктор исторических наук, профессор Башкирского государственного университета, автор монографии «Интеграция Башкирии в административную структуру российского государства», «Башкирское общество в 17-м, первой трети 18 века» и других работ. Вот этот военный аспект формирования общества, он доминировал. Поэтому все современники, например, русские администраторы 17-18 веков писали «башкиры народ воинский». Но это вот звучит, может быть, странно, потому что как бы все кочевники, полукочевники, так или иначе, они рассматриваются как, в общем-то, всегда готовые к войне, да, пребывающие в алертном состоянии. Но даже на фоне нагайцев, калмыков, казахов администраторы отмечают именно то, что башкиры отличаются высоким уровнем милитаризации. То есть это военный народ, пишет казанский губернатор Апраксин. Кунгурский бургомистр Юхнев, посланный в 1725 году под видом купца с разведывательной целью в Башкирию, сообщал правительству: «Он и народ военный, по их манеру почитай. В каждом дворе есть панцирь, копью, лук и сабель, також де ружье, которое турки зовут. Скота довольно, а именно верблюдов, лошадей, коров, овец. Войну имеют часто с казацкими ордами, також де с каракалпаками и прежде всего против Аюки-хан». Что значит выражение «народ военный»? Ответ на этот, казалось бы, простой вопрос не так прост, как кажется. Большинство башкир в 16-18 веках, за исключением князей и тарханов, состояло не в военнослужилом, а в ясачном сословии наряду с народами Поволжья, к которым эпитет «военный» вряд ли применим. Почему же башкиры, в отличие от других ясачных людей, именовались народом военным? Подобная характеристика официальных документов могла констатировать лишь одно – факт наличия собственной военной организации, неконтролируемой правительством. Башкиры не создали вертикальной структуры власти, то есть в виде ханства, как это было, например, у тех же соседей кочевых. Да? Соответственно, военная организация строилась на принципиально иных основах. То есть она предполагала, во-первых, то, что поскольку нет хана, значит нет основы ханской военной организации, то есть дружины профессиональных воинов, как это было, например, у казахов, у нагайцев, у калмыков. Да. Кстати говоря, где дружинный элемент, вот это ханского гвардии, он всегда представлял собой иноэтничные элементы. Варяжские дружины русских князей, гулямы мусульманских правителей Ближнего Востока, янычары османских султанов – все они рекрутировались из чужеродных элементов. Идея, лежащая в основе этого принципа, проста. Аппарат принуждения не должен иметь связь с населением контролируемой территории. Тем самым правитель упрочивал свое господство над подданными. В противоположность этому, в башкирском обществе, сознательно отказавшемся однажды от властной вертикали, вооруженные силы в прямом смысле слова были народными, формировались самим народом и по его собственной воле. А у башкир, поскольку не было ханской власти, то военная организация, она строилась на принципе всеобщего племенного ополчения. Башкир всегда готов к войне. Почему? Потому что у него нет возможности переложить это на плечи какой-то профессионально существующей организации, дружины. Оценивая эффективность этой военной организации, именно сравнивая ее с другими соседними военными организациями, необходимо отметить, что она очень эффективна с точки зрения защиты родной территории.
она во многом строится именно на этом. Что касается территориальной экспансии, то, как показывает опыт подобных племенных ополчений, не только у башкир, но и других народов, тех же шотландцев, например, да, или горцев Кавказа, или пуштунов Афганистана, то вот с точки зрения экспансии как раз эффективнее это вертикальные структуры. То есть ханские такие вот политии, да, империи, которые как раз более соответствуют именно для ведения завоевательных войн. Конечно, среди башкир были и профессиональные военные – тарханы, служившие ордынским ханам, а затем русским царям. Однако ясачные башкиры и тарханы находились как бы в двух параллельных структурах. Когда в 1675 году Тархан Кыпчакской волости Ишмухамед Давлетбаев призвал своих соплеменников идти с ним в объявленный царем крымский поход, те ответили: «На службу до великого государя нам идти мочи нашей нет. Ишмамед, де государовыми листы жалование берет, он да и поедь». То есть, в отличие от тарханов, участие в походах русской армии для ясачных башкир было делом сугубо добровольным, тогда как участие в собственном ополчении обязательным. В 1652 году правительство приступило к сооружению Закамской засечной линии, следы которой видны с воздуха еще и сегодня. Она тянулась от села Белый Яр на берегу Волги до современного Мензелинска. Ее назначение заключалось в защите Казанского уезда от набегов калмыков и нагайцев. При этом Уфимский уезд был оставлен с внешней стороны засечной линии без какого-либо прикрытия. Замысел ее авторов заключался в следующем. Линия должна была оборонять лишь земледельческие районы Поволжья, беззащитные перед лицом кочевников, тогда как Уфимский уезд, а следовательно юго-восточная граница Московского царства, передавались на попечение военной организации башкир. Самое главное, это ничего не стоило правительству, ведь, защищая рубежи государства, башкиры защищали собственные вотчинные земли. А строительство Закамской линии все-таки это скорее недоверие, неверие в способность башкирской организации остановить калмыков. Потому что в середине 17 века царское правительство видело, насколько сильны калмыки. То есть они же фактически разгромили Ногайскую орду, подчинив себе всех ногайских лидеров. Да? Они подчинили себе сибирских кучумовичей. Они разгромили астраханский гарнизон. Огромное количество огнестрельного оружия у калмыков оказалось. То есть у них по 1,5–1000 человек с пищалями было еще в 30-е годы во время сражений. Естественно, против них мало кто мог устоять. И когда основные силы калмыков входят на Южный Урал, никто не сомневался, что башкиры легко будут подчинены калмыкам. Но то, что башкиры не только смогли фактически остановить продвижение калмыков на территории Уфимского уезда, но и впоследствии начали активно калмыков контратаковать, то есть вот это вызвало как раз ситуацию, это уже второй половины 17 века. То есть с удивлением Москва обнаружила, что калмыки начинают посылать, значит, отправлять делегации с требованием прекратить башкирские набеги. Русский историк Дмитрий Иловайский писал: «Одетые в кольчуги и шлемы, вооруженные стрелами, копьями и короткими прямыми саблями, калмыки первое время наводили большой страх на крымцев и одним своим появлением обращали их в бегство. Только башкиры умели наносить поражение калмыкам». Дело в том, что башкиры – это первый народ, который вошел в состав российского государства с сохранением своей независимой от Москвы военной организации. Ну, аналогом, может быть, является Касимовское ханство. Но там совершенно другие обстоятельства возникновения этого анклава. Да?
А башкирское общество, оно входило с военной организацией, которая не просто сохранила самостоятельность, суверенитет практически в отношении Москвы, но и которая при этом была обязана охранять границу русского государства. Вы представляете себе, вот как создать пограничный корпус, который тебе не подчиняется? То есть это было возможно только в условиях того имперского мифа, который существовал в России до Петра I, что государство может распадаться на отдельные области, находящиеся в разной степени подчинения. Потому что как представить себе подданного, которому дается право на оружие, и который еще к тому же самостоятельно ведет военные действия. Понимаете, да? То есть это элемент суверенитета. Что такое суверенитет по Карлу Шмидту? Это право объявлять войну и заключать мир. То есть принимать чрезвычайные решения. Башкиры, независимо от Москвы, вели военные действия в 17 веке с калмыками. То есть уфимская администрация об этом узнавала уже постфактум, что совершились какие-то военные действия на границе и так далее. То есть вот это элемент того, что военная организация была легитимной у башкир. То есть это не какие-то партизанские действия. Это фактически такая автономия, которую даже сравнить не с чем. В начале 18 века казахи, теснимые с востока родичами калмыков джунгарами, явочным порядком стали занимать башкирские вотчины по Яику, Оре, Эмбе, Иргизу, Уилу, что вызвало ответные удары. В этих условиях казахский хан Абулхаир решил принять русское подданство. Его инициатива вызвала к жизни проект Оренбургской экспедиции, предусматривавший по мере разрастания конфликта с башкирами строительство новой пограничной линии, отрезавшей Башкирию от зарубежных стран. А что касается Оренбургской линии, то обратите внимание, строительство только одной крепости, которая предполагалась по проекту Кириллова, собственно, Оренбургская экспедиция, стало причиной самого мощного, самого кровопролитного восстания. Если государство вмешивалось в их права на контроль за южной границей, это означало фактически нарушение статуса военной организации. А нарушение статуса военной организации – это нарушение вотчинного права. Потому что башкиры охраняют границу, получая привилегию на земельные владения. И если вы оттесняете их от границы, если вы фактически лишаете статуса их военной организации, следующим шагом это конфискация вотчинных земель и превращение вас в податное население. То есть подушная подать со всеми. Именно так башкиры расценили, вот с точки зрения того письма, которое направил один из участников башкирской делегации в Петербурге в 1734 году, и расценили проект Кириллова. Задолго еще до того, как этот проект был подписан Анной Иоанновной. То есть они увидели угрозу всей общественной организации башкир. Потому что контроль за границей, он являлся основой для военной организации. Военная организация являлась гарантией наличия вотчинного права. Они, в общем-то, ведь и восстание рассматривали как войну. Вот этот аспект, который тоже историки редко на это обращают внимание. Татищев многократно говорил, очень странный подход у башкир. Они считают свои мятежи войнами с Россией. А значит, прощение вин им, да, то есть то, что их прощают, они считают мирным договором. Почему? Потому что вот с точки зрения имперского мифа башкир, если правитель нарушает законы, которые сам устанавливает, то обязанность подданного мешать ему и даже свергать его. То есть это вот яса Чингисхана. И башкиры поднимали восстание, считая, что они восстанавливают законный порядок. То есть их военная организация рассматривалась как своего рода такой корректор в случае, если правитель нарушает собственные законы. То есть, и, в общем-то, такие правила. Вот Роман Почекаев написал замечательную работу по праву ясы. И он прямо говорит, что свержение хана, который нарушил законы, в том числе ясу Чингисхана, это не право, это обязанность подданного. И для башкир эти восстания
они были убеждены, что они вот не как казаки Стеньки Разина или Емельяна Пугачева, да, то есть они там создают какой-то фальсификат, то есть какую-то подмену, да, существующего режима. Там, я Петр III, говорил Пугачев. Нет, вот ничего такого башкиры не пытались создать. Они были убеждены, что они действуют честно, открыто, потому что они восстанавливают нарушенное право, имперское право. И именно поэтому Татищев так, в общем-то, недоумевает. Он говорит, а с чего они взяли, что они имеют право на государственное преступление, чем является восстание. И вот это два мифа, два имперских мифа, которые, в общем-то, не совпадали между собой. Историк XVIII века Петр Рычков писал, что по окончании войны со шведами царь Петр I пожелал путь во всю полуденную Азию отворить, а своевольный башкирский народ на вечное время обуздать. Однако задача подчинения военной организации башкир интересам империи была осознана лишь в ходе подавления башкирского восстания 1735-40 годов. Автономная организация башкир, она фактически вот своей независимостью, именно тем, что она фактически была не подконтрольна российским властям, она, естественно, создает так называемый башкирский вопрос в российском правительстве в 20-30-е годы XVIII века. То есть восстание 711 года показало, что что-то нужно делать. Тем более, что когда начинают реализовываться проекты Петра I о движении России на восток, в Азию, то прежде всего считалось, что надо решить башкирский вопрос. Ну как, если, например, Абулхаир просится в подданство, как это сделать, не решив проблему с башкирами? То есть экспансия в Азию предполагала, что вот хороший крепкий тыл нужен в лице прямых подданных, как писали, а не таких, как башкиры, которые поданы непрямые. Так указывалось в документах начала XVIII века. И идея была предложена еще Татищевым с Кирилловым во время подавления восстания 1935-1936 годов, где как раз возник вопрос о том, как дальше, что дальше делать с башкирами. И Кириллов и Татищев, которые хорошо знали башкирское общество, они обратили внимание, да, у них нет даже элиты, какая есть у казаков. У казаков есть атаманы, которым беспрекословно подчиняются. У башкир в случае принятия важных решений не атаманы решают, а собирают иины. То есть традиционные народные собрания. Кстати, во время военных действий это крайне странно кажется, потому что когда надо оперативно, быстро действовать, башкиры собираются всеми деревнями и обсуждают вопрос, что дальше делать. Но, тем не менее, какие-то элементы руководителей у них есть. Ну и, например, традиционный институт Тарханов. То есть они же какую-то власть получают во время ведения военных действий. Так вот, если переформатировать башкирскую военную организацию, сделать так, чтобы она была постоянно действующей военной структурой. Не структурой, которая собирается на время войны, и создается как бы вот элементы командной системы, да, на время военных действий. А эту систему как бы заморозить, сделать ее постоянной. То есть, как вот в свое время Марков писал, для кочевников характерно два агрегатных состояния: жидкая, то есть вот эта горизонтальная, да, система, и твердое состояние, когда в случае войны вот эта вот субстанция, она становится кристаллической, она замораживается. И возникает псевдовертикаль. Ну, поскольку война предполагает, что все-таки элементы какого-то подчинения, дисциплины, единого руководства. Так вот, Татищев и Кириллов говорят, если возникнет постоянная военная угроза, то можно сделать так, чтобы вот это вот твердое агрегатное состояние башкирского общества сделать его постоянным. И тогда у нас будут ответственные лица, элита, которые можно сделать своей через инкорпорацию в служилую элиту России, как это делалось везде. Вот. И, в общем-то, это было гениальное решение административное. Почему? Потому что предполагались гораздо более страшные решения башкирского вопроса,
Ну, почитайте там то, что предлагал Волынский, казанский губернатор, либо тот же Юхнев. То есть раздать в качестве крепостных, разделить по всей Российской империи, по 5-6 человек развести, да? Насильственно крестить и так далее, и так далее. Либо послать всех на войну и там уничтожить. То есть, ну, просто элементы физического уничтожения башкир. А здесь предполагалось вот именно расколоть общество на элиту и простых общинников, и через элиту управлять обществом. Тем более, что ситуация историческая к этому, в общем-то, подвигала. Потому что с юга начинают теснить казахи среднего и младшего жуза под давлением джунгар. Они претендуют на южные башкирские земли. И ситуация постоянной войны, она как бы этому в какой-то степени способствовала. Именно к постоянному военному состоянию. И тогда башкирам как бы предлагают: вот постоянно идет война. Давайте ваших командиров сделаем, придадим им институциональный характер, постоянный характер. И через них мы будем сноситься с вашим обществом в ваших же интересах. И вот, то есть создадим институт командиров на постоянно действующей основе. И идеальным оказалось, что если эту логику продолжить, следующий этап – это перевод всего народа в казачье сословие. По сути дела, что и сделала кантонная система. Она ведь не была встречена с негодованием со стороны башкир. Она была встречена именно с радостью, как отмечают источники. Потому что здесь не было привнесено чего-то со стороны нового. Вот все выдающиеся решения административные, они строятся на том, чтобы найти ключ внутри системы, а не извне. То есть это не принесено откуда-то. Это взято из самого прошлого башкир. Но просто немножко изменен акцент. У вас тоже бывает твердое вертикальное состояние, но только во время войны. Теперь мы это сделаем на постоянном такое состояние. Жидкого у вас уже больше не будет. У вас будет только кристаллическая структура. И, как пишет генерал-майор Чернов, самый, по-моему, выдающийся как раз мемуарист, который вот эти процессы сам видел, он говорил: вот введение кантонной системы раскололо башкир. То есть теперь восстания, пишет Чернов, прекратились и стали невозможными. Потому что если появляется элита, которая напрямую подчиняется российским властям, от них зависит, то никакой независимой организации уже быть не может. Подчиненная империи военная организация башкир обрела вид башкиро-мещерякского войска, принявшего самое массовое среди всей имперской и регулярной кавалерии участие в наполеоновских войнах. В 1865 году, в связи с перемещением внешней границы далеко на юг к пределам Бухарского и Кагатского ханств, оно было упразднено. Однако наступил 1917 год, и все вернулось на круги своя. В истории ничего не проходит. Вот это мысль, которую продвигает Хайдеггер, да? То есть история – это не то, что было и прошло. Это то, что было и есть на самом деле. И в башкирском народе существует как традиция, и то, что народ помнит о вот этой своей политии, он помнит о племенном ополчении, о независимости, но он помнит и кантонную систему. Когда возникает такая реминисценция, воспоминания, например, прежней горизонтальной политики, это 17-й год. То есть то, что мы называем Первой Республикой, на самом деле, я считаю, это оживление традиции. И обратите внимание, а ведь кто формирует Первую Республику? Это люди, которые хорошо знают историческое прошлое башкирского народа. И не какие-то лозунги политических терминов, которые берутся там из литературы, там, из газет 20 века. Это в какой-то степени апелляция к тем же иинам, к тому же башкирскому войску, которые, в общем, о которых башкиры помнили. Вот обратите внимание, ведь ни одна автономия не начинается с того, что формируются войска. Автономия вообще-то традиционно в европейской культуре не предполагает своей армии.
Да, то есть на себя обычно защита и обороны берет, так сказать, федеративная структура. А здесь первым, что создает Первая Республика, это свои войска. Это, я повторяю, вот как раз апелляция к историческому прошлому. Потому что башкирское общество строилось как военная организация в начале 18 века. Поэтому ничего не проходит. И та же кантонная система, она не прошла. Потому что вот идея дисциплины, подчинения вышестоящему человеку, да, она в нас живет так же, как и горизонтальная политика. В 1918 году башкиры создали Национальное башкирское войско, сражавшееся сначала против Красной армии, а после признания башкирской автономии и перехода на сторону Советов против Деникина, Юдинича и поляков. Тимофей Сидельников, уполномоченный Ленина в Башкирии, в 1919 году заключил: военное происхождение Башкирской республики не может подлежать сомнению. Таким образом, первая российская автономия, положившая начало федерализации страны, стала возможной лишь благодаря возрожденной военной организации башкир. И в этом ее историческое значение как для истории Башкортостана, так и России.